Добрый день, дорогие друзья. В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссеры Николай Слепцов-Айдын, Мария Новгородова, у микрофона ведущая Любовь Петрова. Исторический парк «Россия. Моя история» – это интерактивный мультимедийный проект, осуществленный в 24 городах Российской Федерации, в том числе в городе Якутске. И историческому парку «Россия. Моя история» в городе Якутске в этом году, 19 октября, исполнилось 5 лет. Проект этот довольно успешный. В 2019 году 100-миллионный посетитель был, и это была такая... Прошла такая акция именно у нас, да, в нашем парке «Россия. Моя история». И этим посетителем была, по-моему, многодетная семья. Угу. И сегодня у нас в гостях заместитель директора парка «Россия. Моя история» в городе Якутске Марианна Артуровна Дичковская. Здравствуйте, Марианна Артуровна. И специалист по выставочной деятельности парка Михаил Пономарев. Здравствуйте, Михаил. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 321166. Пожалуйста, если вам интересен наш разговор, можете вы дозвониться, задать интересующие вас вопросы гостям нашей студии. Ну вот парку 5 лет исполнилось. Вот как все это начиналось и какие интересные, самые такие значимые события произошли за это время? Ну вот, во-первых, хочу сказать, да, что система исторических парков «Россия. Моя история», она действительно уже сейчас распространилась на 24 города в Российской Федерации в разных субъектах. И наш парк вот, в 2017 году он был 6-м, да, то есть это было... Перед нами было построено всего 5 парков, в том числе в городе Москва, да, и мы были 6-м и 1-м не только на Дальнем Востоке, а и за Уралом вообще. Давайте сейчас посмотрим ролик. Вот показали ролик. А вот здание же парка было очень быстро, да, возведено? Да, если вот многие горожане помнят, что там всегда было вот это чистое поле, радиополе, да, и в очень короткие сроки было построено здание исторического парка. Но тут можно сказать предысторию вообще исторических парков. В 2015 году это началось с выставки к 300-летию дома Романовых в Крыму.
была организована выставка Романовы. Она тоже была мультимедийная, да, и фактически она явилась вот как бы предтечей исторических парков. И в 2017 году уже стали создаваться, открываться парки по всей России. Первый это был, конечно, в Москве. А у нас в городе Якутске, в республике Саха-Якутия, в декабре 2016 года было принято решение руководством республики о постройке, о создании исторического парка «Россия. Моя история». Да? И вот, получается, уже в марте 2017 года началось строительство, и в рекордно короткие сроки, действительно, 19 октября исторический парк наш был уже готов, к работе, уже принимал первых посетителей. Даже, можно сказать, в начале октября уже приняли первых посетителей. И 19 октября это уже просто вот торжественное открытие. Официальное было открытие. Официальное. Ну, о контенте вот расскажите, какой ваш основной контент? Наш основной контент, как во всех исторических парках, он составляет 4 основные экспозиции. Ну, вот, соответственно, хронологии истории России. Это первая – это Рюриковичи, вторая – Романовы, третья – это век великих потрясений, то есть 20 век, первая половина, да, до 1945 года, и последняя экспозиция – это вот, собственно, с 1945 года по нынешнее время, да. Это федеральный контент, и он идет по всем историческим паркам. Этот федеральный контент, он как бы основной для всех исторических парков. У нас в республике вот с самого начала была такая идея сделать нашу отдельную экспозицию, посвященную истории Якутии. Да? Поэтому у нас был построен вот наш большой зал. Ну, впоследствии мы вот в этом году претворили эту идею в жизнь. Мы открыли выставку современной истории Якутии, посвященную столетию ЯССР, столетию республики. И вот в нынешнее время вот так, в таком режиме, вот 4 основные экспозиции, мы работали в первые 2 года, наверное. Да? То есть это был очень большой поток школьников. Мы утверждали даже вот графики посещения школьниками наших экспозиций. Надо сказать, что вот контент всех экспозиций, он утвержден и полностью соответствует и историко-культурному стандарту, и федеральным государственным образовательным стандартам. Да? То есть это как бы вот готовый учебник истории, в котором дети, начиная с 5 класса, ну, даже поменьше могут, конечно, с 5 по 11 класс они могут заниматься, соответственно, школьным программам. В интерактивном этом. Да, в интерактивном, формате. То, что как раз привлекает молодых. И особенностью исторических парков вообще в каждом регионе есть региональный контент, который показывает историю вот региона, в частности, у нас историю Якутии, в соответствии с хронологией каждого зала, каждой экспозиции. Например, в Рюриковичах у нас вот древнейшая история начинается, да? В Романовых это вот уже становление, присоединение республики, вхождение Якутии в состав российского государства. Ну и далее так вот, соответственно, хронологии. В каждом зале у нас есть контент, который соответствует истории Якутии. Ну вот у вас вот история Якутии как раз к столетию ЯССР открылась, да? И открылась выставка современной истории Якутии. Вот об этом пишут, что это одна из самых лучших выставок. Да, вот, без ложной скромности можно сказать, что к нам же приезжал наш самый главный председатель Ассоциации исторических парков, директор исторического парка в городе Москва и руководитель фонда гуманитарных проектов Иван Владимирович Есин. И он сказал, что вот это действительно выставка, с которой можно брать пример, и это очень высокая оценка. На самом деле, да? Потому что он знает, кто из 24 исторических парков, каждый парк делает свои выставки, у каждого есть свои изюминки.
Но вот нас он похвалил, и мы считаем, что это вот такая хорошая оценка нашего труда. Вот. И даже вот директора парков Санкт-Петербурга приезжали к нам. Олег Александрович Черняга, директор Санкт-Петербургского парка, и директор исторического парка в Новосибирске Алексей Олегович Пронин. Надо сказать, что у них работа вот очень хорошо ведется, да? То есть они создают свои большие выставки, которые даже передают, так скажем, в федеральный прокат. И работа со школьниками, патриотическое воспитание у них тоже очень хорошо поставлено. И они тоже сказали, что им есть у нас чему-то поучиться. А вот такого не бывает, что вот вы обмениваетесь такими выставками, вот местные, региональными выставками? Такого нет, да? Именно местными, региональными у нас, вот когда проходили дни Якутии в Татарстане, да, мы уже фактически подготовили контент для исторического парка в городе Казани, чтобы показать историю Якутии там в экспозициях. Да, но там немножко что-то не сложилось. А так к нам приезжал уже выставка. А мы в этом году на Дни Татарстана показывали мультимедийную выставку «Тысячелетняя история ислама». Вот у нас в наших экспозициях. То есть мы уже как бы в парке уже непосредственно друг с другом обмениваются. А на самом деле, вот начиная с 2020 года уже, ну вот как бы, не скажу традицией, но вот уже стало знаком, что каждый год, даже несколько раз в год у нас проходят федеральные выставки. Первая это была в 2020 году «Память поколений». Наверное, вот наши слушатели, зрители видели. Это выставка «Изобретительное искусство о Великой Отечественной войне». Да? То есть там были прекрасные картины, не сами, а вот именно мультимедийные образы, да, какие-то анимированные картины. Была очень хорошая, красивая выставка. Кстати, я помню, я вела оттуда прямое подключение с открытия этой выставки. И вот каждый год уже у нас проходят такие выставки. Вот, например, в 2021 году это была выставка «Вспомним». Потом Александр Невский, тоже очень интересная выставка. Но там вот, кстати, вот эти выставки у нас все время подпадают под карантин. Александр Невский – это фактически комикс был. Дорогие друзья, мы сейчас прервемся на рекламу и через 2 минуты вернемся в студию и продолжим наш разговор с гостями студии. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем в прямом эфире программу «Якутск сегодня». И тема сегодняшнего нашего разговора – историческому парку «Моя Россия» в городе Якутске. Вот в октябре этого года исполнилось 5 лет. И гости студии – это заместитель директора парка Марьяна Артуровна Дьячковская и специалист по выставочной деятельности Михаил Пономарев. Марьяна Артуровна, вы вот как раз говорили о выставках, которые представляют федеральный контент, да? Да, вот федеральный контент. Вот такие интересные выставки, как Александр Невский, это мы называли это графический роман, но фактически это вот как будто большой анимированный комикс, может быть, даже где-то как мультфильм, да, посвященный вот как раз жизнеописанию Александра Невского. Очень интересный вот для школьников, конечно, он был, да. Была выставка «Роль учителя. Истории России». В этом году тоже очень интересные выставки, мы, наверное, были. «НАТО. Хроника жестокости», вот как раз посвященная как бы нынешним событиям. И в этом году, ну вот как раз в связи с тем, что проводили как бы разъяснительную работу, да, мы по нашему письму ее посетили в основном работники учреждений культуры, работники госучреждений. Очень хорошая выставка, но мне кажется, можно было бы ее дальше как-то продолжить, да. И вот одна из последних федеральных выставок, очень интересная, кстати, ее очень полюбили даже дети, это «Жизнь с вирусами». Она была организована Политехническим музеем совместно с лабораторией Нацимбио. Это
корпорации Ростех. Это о ковиде, да? Это о ковиде, о разных видах вирусов. И вот неожиданно она получилась вот такой интересной, живой, познавательной, да, ну вот всех антивакционеров мы бы хотели видеть там, конечно. Вот. А самый большой проект, который мы осуществляем теперь уже вот второй год подряд, это «Билет в будущее», нацпроект образования, да, то есть мы как бы... Наша выставка «Лаборатория будущего» – это часть вот этого большого проекта «Билет в будущее». И в этом году мы также провели фестиваль профессий. У нас каждый год, вот в прошлом году 1500 человек у нас было, в этом году почти 2000 человек прошло в нашу лабораторию будущего, да. Очень интересная, детям очень нравится. И самое главное, что ребенок может, вот, проходя все эти наши залы экспозиции, он может понять, какой профессии его тянет, да, что, какую профессию он бы хотел выбрать в будущем. В этом году интерес вызывает именно лаборатория будущего тем, что для детей в этом году представлены очень интересные такие интерактивные залы, как бы для релакса, для командной работы. Например, есть велооркестр, да, где дети вот крутят педали велосипедов, чтобы создать какую-то мелодию, например, да? Давайте сейчас посмотрим, да, как раз. Сейчас вы можете посмотреть, да, вот фестиваль профессий, который у нас тоже прошел, там 800 школьников участвовало. Мне очень понравилось, было интересно. Поможет нам поступить, выбрать профессию. Мне все понравилось, даже очень сильно. Я решил принять в нем участие. Подумал, это будет очень хорошая идея, и мне понравилось. Я считаю, что данные мероприятия помогают определиться школьникам со своей будущей профессией. С периода с 5 по 11 класс это те самые моменты, когда нужно задуматься о будущем и о своей профессии. Тут понравилось, очень круто. В этом мероприятии приняло участие около 800 учащихся школ города Якутска и близлежащих районов нашей республики. Ну, это прошедшие уже выставки, да? Это прошедшее мероприятие, фестиваль профессий, но билет «Лаборатория будущего», наша выставка, она вот демонстрирует это в интерактивном виде, да, так сказать. А на фестивале дети смогли вот буквально своими руками прочувствовать
каждую из профессий. Организаторы были вот Центр опережающего профессионального развития ЦОПП. Да? Они стали федеральным, региональным, вернее, оператором этого билета будущего. Вот. И Ну вот, нас- Михаил, расскажите вот о сегодняшних выставках. Вот Ну, сейчас какие выставки Сейчас у вас самая проходят? крупная выставка, которая идет, это, конечно, у нас столетняя, юбилейная выставка современной истории Якутии. Ну и также сейчас вот идет выставка под названием «Герой, извечный русским сердцем». Это уже героям, участникам специальной военной операции и также участникам Великой Отечественной войны, которые участвовали при освобождении Украины в 43-44 годах. Ну, там показаны вот участники, герои из Якутии, которые вот в 43-44 году участвовали. Ну, и также, выставка, она разделена на две составляющие. Это федеральный контент и региональный. Вот региональный контент тоже составлялся нами, а федеральный уже был предоставлен Министерством обороны. Я вот хочу привести такой интересный факт, да, там рассказывали во время открытия, там было, что герой Советского Союза Степанов, Николай Степанов, да, во время войны, вот как раз он освобождал Украину, Волноваху, и в этой же Волновахе тоже освобождал уже его внук, эту же Волноваху в наши дни, освобождал его внук. Участвовал, да, в специальной военной операции. Да, участников специальной. Но он ранен. Сейчас вот долечивается. Ну и также еще у нас выставки. У нас можем рассказать про наши будущие проекты. Уже в ноябре у нас, самое ближайшее, вот у нас, конечно, День народного единства. Мы запланировали интересные такие мероприятия совместно с общинами, с национальными общинами. Там будут они представлять и свою кухню, и какие-то свои изделия, национальную одежду. Будет очень интересно. Хотим пригласить всех к нам. Это к Дню народного единства. Это к Дню народного единства. 8-го у нас будет большое мероприятие, посвященное развитию кузнечного дела в Якутии. И вот здесь, кстати, очень интересно то, что люди смогут увидеть настоящую железоплавильную печь, традиционную, традиционную печь прямо возведут у нас на территории и будут 3 дня плавить железо. Они уже долго будут готовиться, сказали. И будет, и там очень хорошая, интересная программа, там и лекции от ученых, и выставка изделий и кузнечного дела, и ювелирного дела. И также вот по истории тоже будет выставка. Да, и по истории. Процесс, формируется. То есть мы хотим показать кузнечное дело вот с самого зарождения, с предметов из археологических раскопок до вот нынешнего состояния. Да, в каком нынешнем сейчас состоянии находится и даже, вот как раз там, даже ювелирное. сейчас. Как было ювелирное дело вот примерно в 17 веке и сейчас. И также вот с металлургией, как было тогда и сейчас. Сам процесс изготовления. И плюс вот сам процесс изготовления, выплавления железа. Можно прийти, посмотреть, как все это происходит, как очень, долго все это идет. Очень интересно. Ну вот такие мероприятия. У нас, вы помните, вот был очень хороший проект «Музейные рецепты», где мы в основном занимались, конечно, народной кухней, какие-то вот изготавливали блюда национальной кухни. А вот здесь уже у нас будет вот этот процесс плавления руды железа. Это тоже вот часть наших рецептов получается. И очень большая, хорошая выставка готовится сейчас. Это посвященная декаде Олонхо. Вот рабочее название просто как выставка Олонхо в развитии от истории тоже до современности. Название, скорее всего, анонсируется, там точное название будет. Сейчас уже разрабатывается. Уже режиссеры работают, так скажем. Данное время, это прям сейчас, наверное. Это будет посвящено декаде Олонхо, да? Это посвящено декаде Олонхо. Там главные организаторы театра Олонхо, конечно же, которые
Это будет театрализованная выставка. Театрализованно-мультимедийная выставка. так И скажем. мультимедийный вот этот контент будет предоставлен по итогам конкурса цифровых художников, молодых цифровых художников на тему Олонхо. Фэнтези Олонхо называется вот этот конкурс. Ну и спектакль, Можете наверное, посмотреть, будет, да, еще? Да, и, конечно же, спектакль. Ну, спектакль планируется, я не буду раскрывать все тайны, да, но это тоже будет совершенно как бы впервые. Это будет не просто сцена и зрители, а вот зрители, вовлеченные вот весь в процесс. Этот процесс. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу и через 2 минуты вернемся в нашу студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем в прямом эфире программу «Якутск сегодня». В студии режиссер Николай Слепцов-Айдын, Мария Новгородова, у микрофона Любовь Петрова. Гости студии – это заместитель директора исторического парка «Россия. Моя история» в Якутске Марианна Дичковская и специалист по выставочной деятельности парка Михаил Пономарев. Марианна Артуровна, мы как раз вот сейчас говорили о выставках. Так, вот насчет выставок мы хотим немножко еще осветить, как мы вообще начали делать свои выставки, да, ну, вначале у нас были такие либо предметные, либо мультимедийные выставки, да, и в какой-то момент мы изобрели свой новые интересные форматы, да, формат. Это, ну, мы, как говорим, это мультимедийно-предметная выставка, да, то есть мы хотим, чтобы было и мультимедиа, и... Это традиционное вы сочетаете с современными технологиями. С современными технологиями. Наиболее ярко это, конечно, видно в нашей выставке, которая сейчас идет «Современная история Якутии». А начало было положено... Ну, первый опыт был победа, посвященный 75-летию. Да, в 2020 году, в год 75-летия Великой Победы, мы работали долго над этой выставкой. «Победа 75» называлась, да? И вот там как раз мы представили очень большой пласт и архивных документов, да, воспоминаний, солдатских писем. И также были предметы, в том числе... Хорошо включенный предметный ряд с мультимедией, вот именно они сочетались. Это был первый такой крупный опыт, так скажем, в сочетании друг друга. До этого, до этого у нас был опыт, как бы нарабатывали вот этот опыт. Были выставки о героях Советского Союза, о Владимире Лонгинове, да, там были, например. Они были такие, такие компактные, скажем, выставки. А в эту выставку «Победа 75» мы включили вот этот все полностью. И информация о героях Советского Союза была там. Отдельная рубрика «Солдатские письма». И в 2020 году, вот, если вы помните, вот во время карантина мы как раз начали большую работу в интернет-ресурсах, так скажем, да, все начали. И у нас появились такие интересные проекты, вот как «Солдатские письма». Да? Победная поступь. Победная поступь еще до этого, да. Вот «Солдатские письма» очень заинтересовали наших подписчиков и читателей. Вот как раз в интернете люди даже ждали продолжения вот этих трогательной переписки солдата Або Торговкина к своей девушке Груни, графине. Очень грустная и такая романтичная очень история. Очень романтичная история, но мы ее как раз включили. Это реальная переписка, да? Это реальная переписка. Вы ее, кстати, можете увидеть в нашем зале в «Современной истории Якутии» на выставке. В зале, посвященной Великой Отечественной войне, как раз там письма Або Торговкина есть. К сожалению, там нету писем Груни, его девушки, потому что он погиб в фронте, и его письма не сохранились.
Да, то есть это были как бы письма в одну сторону, получается. И вот выставка «Победа 75», она явилась вот как бы вот такой вот первым нашим опытом мультимедийно-предметной выставки, которая была успешной очень, да. То есть, но, конечно, к сожалению, из-за пандемии, может быть, ее не посетило достаточно большое количество посетителей. Но на основе этого мы уже взялись вот за большой труд, посвященный Опыт был уже наработан. столетию республики. И потом уже заниматься современной историей Якутии, этой выставкой как-то стало легче. Там мы поняли, какие ошибки были, где надо, наоборот, уклоняться, какие-то хорошие стороны. Это вот совмещение уже мультимедийной выставки предметным рядом. То, что предметный ряд может очень хорошо показать эпоху, а именно информативную часть это вот на себя берет мультимедийная часть. Ну, это как музей-музей, да? Да. Получается. Да. Ну, то есть здесь уже такие вот современные форматы, которые воздействуют и на человека, буквально на его подсознание, может быть, даже мультимедийное, вот какой-то конечно, такой да. яркий предметный ряд, яркий визуальный ряд. Вот расскажите о вашем коллективе. Наш коллектив, поскольку нашему парку вообще исполнилось 5 лет, коллектив достаточно молодой, мы, вот как бывает, да, в школьных классах, когда все новички в новом классе, мы буквально все были люди, которые никогда до этого не видели друг друга, но у нас коллектив сразу сложился. Наши работники, они все молодые, все талантливые. Текучки нет, да? Текучки почти нет. И очень... Сколько у вас человек? Нас всего около 40 человек, да. И в основном эту работу-то делают, кстати, наш выставочный отдел, наш отдел по культурно-просветительской работе, как бы основные двигатели работы жизни музея, да. Но не менее важную работу делают те, кто поддерживает технически. Да? То есть, как вы знаете, что у нас мультимедийный исторический парк, и в основном это все работа проекторов, работа освещение, там, например, да, все эти тач-модели, компьютерные программы. Это очень большая работа и нашего технического отдела. Ну, также вы же работаете с молодежью, да? Главная ваша цель – это патриотическое воспитание молодежи. И вы с молодежью работаете и используете в своей работе те формы, которые востребованы у молодежи. Это квизы, да? Да. У нас, например, появились... у нас, если говорить о коллективе, да, то если взять каждого, да, и спросить у человека, что он умеет делать. Он умеет делать все, буквально, да. Буквально приходят те люди, скажем, бывший бухгалтер начинает вести квесты. Вот как-то так вот все открывают свою творческую сущность. И это вот выливается вот в такую слаженную работу коллектива, очень хороший вот творческий подъем. У нас проводятся, я же говорю, квесты, очень интересные по экспозициям, познавательные квесты. Квизы мы проводим среди молодежи, можем провести в любом коллективе. Квизы научились, кажется, да? Да. Квизы мы научились То, что востребовано сейчас в молодежи. И у нас же есть еще... мы очень хорошо партнерствуем почти со всеми, наверное, организациями разного вида, со всеми детскими организациями, со всеми молодежными организациями. Мы даже, одно из учреждений, которое проводит по госзаказу
этот день антикоррупционной деятельности. Ну, он стал уже нашей Он традицией. стал кажется. уже нашей традицией. Да. Мы проводим вот как раз насчет квизов. Квизы «Нет коррупции», например. Да, мы уже проводим уже 3-й год. Да. Будет Ну, в этом году. Года открытия лекций Да. против борьбы коррупции. Ну и вот последние 3 года это вот квизы идут. Очень интересная у нас деятельность. И на Новый год, кстати, мы делали уже 2-й год, да, мы делаем своими силами, сделали вот панорамную анимированную сказку «Почему зима длиннее». Если кто-то был у нас на территории нашего исторического парка, вы помните, что там стоит мамонт, стоит бык и лошадь. А бык и лошадь, они персонажи вот этой как раз сказки «Почему зима длиннее». И вот этот вот панорамный огромный мультфильм мы включили разные якутские сказки. Тоже очень интересно. В этом году на Новый год мы тоже его покажем вместе с детскими утренниками. У нас немножко осталось, где-то 2 минуты до конца эфира, да, вот ваши пожелания, что бы вы вообще, может, вы сами скажете о своих мечтах, может, о проблемах какой-то хотите сказать? Можно сказать, что вот исторический парк «Россия. Моя история» в городе Якутске, вот действительно мы, конечно, не буду хвастаться, но действительно мы стали таким общественным центром, который главной целью ставит развитие патриотизма. Как бы это не пустые слова, да, и особенно в нынешней ситуации, в нынешнее время. Дети, которые знают историю своей страны, своей семьи, они всегда будут патриотами. Да. И наш исторический парк помогает в этом. Ну, еще парк стал таким общественным местом, где можно просто вот семьей прийти. Дети посмотрят музей, ознакомиться с историей, и, в принципе, можно отдохнуть, так сказать, таким методом. Ну, я поздравляю вас тоже с 5-летним юбилеем, да, 5 лет это небольшой срок, это только начало большого пути, скажем так. Желаю вам успехов. А нашим радиослушателям напомню, что в прямом эфире приняли участие сотрудники исторического парка «Россия. Моя история» в городе Якутске Марьяна Дичковская, это заместитель директора парка, и специалист по выставочной деятельности Михаил Пономарев. Я благодарю вас за участие в нашем эфире и желаю вам успехов. Спасибо. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго.